Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Güngünden programması. Bugün de herkesinize selamlar. İsterim söylemeye biz stüdyamızdan bugün çıktık bulunuruz. Çadır kasabasında nerede geçer bir olay hangisinin süresinde anırlar deportasiyaların kurbanlarını. O insanları hangileri kabahatsız kaldırılmışlar, kendi evlerinden, kendi köylerinden, kasabalarından da yollandırılmışlar uzaklıklara. Bu temayı genişten bir açıklayacağız. Bizim misafirimizle bizde ya da biz ona misafirliğe geldik sevgili dostlar. Svetlana Nikolayevna Kapanıcı, Doğruluk Cümle Kurumun yöneticisi. İsterim söylemeye cümle kurumu doğruluk zanatlanır, represiyaların kurbanlarından, onların problemalarından hem история olaylarını açıklamaklarla. Светлана Николаевна, во-первых, хочу вас поблагодарить, что вы откликнулись на нашу просьбу и согласились с нами после мероприятия встретиться, дать это небольшое интервью. Во-вторых, хочу поблагодарить вас за то, что вы уделяете внимание все-таки этому событию, потому что событие исторического масштаба захватило буквально все народы, проживающие на юге Бессарабии на то время. Но вначале я бы немножко хотела поговорить об организации Doğruluk. Насколько эта организация сегодня открыта и помогает этим людям, которые столкнулись или попали в эти исторические события тех времен? Ну, наша организация несколько направлений имеет в своей деятельности. Была создана с целью отстаивания своих прав репрессированных граждан, потому что есть законодательство целое в Республике Молдова. Потом сохранение культурного наследия памяти о жертвах репрессий. Вот. И вот эти вот два, пожалуй, основные направления нашей деятельности. Нашей организации уже 23 года. Мы продолжаем работать, и мы не имеем так много проектов, но вот нам помогает и Примария Чедерлунги, и Чедерлунская районная администрация, и ряд других тоже организаций. Но мы бы хотели, конечно, больше расширить свою деятельность, потому что у нас есть уникальный опыт нашей организации. Вот, и мы как бы могли бы поделиться этим опытом с другими и вот помочь селам нашим, прежде всего в Гагаузии, как эту работу, как создать организации, как проводить эту работу по сохранению памяти именно. А так обращаются люди из разных, и не только из Гагаузии, из соседних Тараклийского района тоже обращаются, то ли с вопросами, касающихся прав репрессированных граждан, или же вот в связи с открытием архивов многие звонят и впервые узнают, что есть дело их предков, и они хотели бы получить эту информацию. Светлана Николаевна, вы сказали, с открытием архивов очень долгое время, длительное время эти архивы практически были недоступны, и не то, что практически невозможно было вообще достать дело и попасть в эти архивы для того, чтобы изучить, поднять документы, может, какие-то архивные материалы. Когда открылись эти архивы, и сегодня желающие имеют доступ к этим материалам, чтобы изучить, посмотреть, проверить, свериться с достоверностью информации, которыми зачастую очень многие семьи просто на уровне рассказа своих дедушек, бабушек владели определенной информацией. Да, открыты у нас в Республике Молдова были открыты архивы 2010 года. Это был указ исполняющего обязанности президента Республики Молдова Михаила Гимпу. Согласно этому указу были переданы первые 10 тысяч, кажется, дел в Национальное архивное агентство. И вот с тех пор постепенно стали передавать дела. И наиболее такой большой объем информации, вот именно уже окончательно дела депортированных в 1949 году, которые хранились в МВД,
Министерстве внутренних дел Республики Молдова, потому что под эгидой этого министерства проходила депортация 1949 года. И там есть уже дела семьи. Правда, архив еще не закончил работу по описи этих всех дел, но они предоставляют возможность любому гражданину Молдовы значит, обратиться в Национальное архивное агентство, и им выдадут это дело, как я уже говорила, для ознакомления, для его копирования и так далее. И причем это как бы вне очереди. Вот если человек пришел утром, ему через в течение получаса выдадут это дело. И ну, я сказала о том, что часть дел не сохранилась. С чем это было связано? Ну, это было связано с тем, что я не знаю причину, как бы нет документального, это по разговорам, что часть дел, но мы видим при сопоставлении данных, которые были опубликованы в Республике Молдова, и данных, которые находятся в архивах, которые составляла румынская администрация, мы видим, что часть дел не сохранилась. То есть они в 1942 году, когда составлялись эти списки, они знали о том, что эти люди были депортированы, но в архивах Молдовы, в Национальном архиве этих дел нету. Поэтому часть дел мы предполагаем, что была уничтожена. Вот. Органами, то ли, скорее всего, органами государственной безопасности. Вот. Там были некоторые дела, которые вот я тоже обращалась в СИП, когда еще они не были в свободном доступе, мне была возможность ознакомиться с этим делом. Я попросила копию, было сделано некоторых дел полная копия, некоторых дел. То есть был гриф «секретно» на этих делах, особенно тех, которые обвиняли, как они считали, что в каких-то серьезных преступлениях контрреволюционной деятельности, антисоветской агитации. Вот они эти дела. Но надо сказать, что все эти люди, несмотря на столь тяжкие обвинения советским режимом, ну, мы называем это сталинским режимом, тем не менее, большая часть этих людей была реабилитирована еще в период СССР. Это согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, указу президента СССР Горбачева. Указ президента Горбачева был 90-го года, а указ Президиума 1989 года. То есть большая часть людей была реабилитирована. Часть людей была реабилитирована еще вот когда они первый раз после возвращения из лагеря и ссылки стали обращаться. Это единицы. В 1956 году был ряд лиц. Вот, допустим, Драганов Харлампий Трифонович, он был реабилитирован в 1956 году. И еще есть несколько. Но основная, я же повторюсь, основная реабилитация произошла в 1989-1992 годах. И дальше продолжилась уже в независимой Республике Молдова. И сейчас тоже есть некоторые люди, которые не реабилитированы. Но не потому, что, согласно закону, они реабилитированы, потому что потомки не обращались или не знают. И вот мы в этом тоже... Процесс да, этот процесс происходит. Да, я в прошлом году обращалась за реабилитацией своего деда, потому что я только по рассказам своей мамы знала, что он сидел в тюрьме. Ну, как он сидел, где он сидел и почему он сидел, мы не знали. А вот оказалось, что да, он тоже был осужден на 3 года лагерей. Вы нашли документы? Да, я нашла. Я удивилась. Я пришла к заместителю начальника архива и говорю, этого не может быть. Он говорит, я вам сейчас принесу дело. Я действительно увидела, что мой родной дед... Дело в том, что он скрывался. Он скрывался, он не хотел быть депортированным. Он взял моего отца и его семью, его, значит, родителей и его дочь младшую депортировали в 1949 году. А он находился в бегах. Но вот сейчас мы узнаем, что он, оказывается, был осужден в 1944 году. Осужден на 3 года лагерей. И, по-видимому, после этих лагерей он уже не захотел возвращаться. К тому времени умерла его первая жена. И он продолжал скрываться. Потому что он знал, что это такое. И он не хотел быть подвергнутым этой депортации. И он не хотел вступать в колхоз. Вот его в чем обвиняли, что он не хотел вступать в колхоз. Светлана Николаевна, а архивы Румынии и на сегодняшний день Российской Федерации, они открыты по исследованию этих дел?
Общались ли вы когда-нибудь? В румынские архивы, ну, я обращалась по другим вопросам. Да, там слабо исследованы румынские архивы, там есть информация. Какого характера там информация? Там информация, кто эмигрировал из уроженцев Бессарабии. И эмигрировали же 2 раза. Первый раз в 1940 году и второй раз в 1944 году. Вот, там есть эта информация. Ну, но я хочу сказать, что основная информация содержится в нашем национальном архиве. Потому что здесь находятся дела депортированных и ряд других фондов. Вот сейчас они открыли в свободном доступе, есть дела, списки депортированных в 1941 году. Это депортация 12-13 июня. Но она тоже не сохранилась полностью. Я знакомилась с этим фондом, но там нет нашего региона, там нету. Сколько вообще семей, или, не знаю, семьями исчисляется, или количеством человек было депортировано из юга Бессарабии? Я не буду говорить про юг Бессарабии, потому что я занимаюсь исследованием депортации нашего региона. Гагаузии. Будем так говорить. Мы говорим Гагаузия. Это имеется в виду те села, которые в настоящее время входят в состав АТО Гагаузия. Так вот, это данные известны с 2005 года в карте Мемории. Они были опубликованы. 3392 человека. Всего было депортировано получается, за 9 лет. Даже нет, не за 9. Есть 6 человек в этой даже карте Мемории, которые были репрессированы в 50-е и последующие годы. То есть этот процесс продолжался в те года тоже? Да, продолжался. Но это малоизвестный факт получается. Ну как это факт? Нет, просто было... Дело в том, что это были 49-е массовая депортация, 40-е годы тоже аресты. А после этого, со смертью Сталина, этот процесс пошел на спад. Но все равно была проведена вот эта операция «Север». Правда, она нас не коснулась. Это операция по религиозному признаку, около 3000 человек с севера Молдовы, в основном представители вот этой иеговисты. Они были депортированы. Но у нас тоже были осуждены и в 50-е, но это единицы, это уже не так много. И даже в 70-е годы, в 80-е годы. Я говорю, всего 6 человек за этот период с 50 по, скажем так, 89-й год. А в какие населенные пункты наши больше всех пострадало людей? Больше всех пострадало людей, это смотря как анализировать. Но если в количественном составе, конечно, прежде всего пострадали наиболее населенные пункты. Это село Кангас. Из гагаузских сел там больше всего было арестовано и депортировано. Потом Камрат, Чедарлунга, Вулканешты. Вот, села Бишалма, Казаклия, вот, достаточно много, Дизгинжа, то есть крупные села, в них было и больше. Но если брать в сопоставлении с численностью населения, то здесь, по моим исследованиям, это село Карбалия. Это небольшое село. Маленькое село. Да, маленькое село. И вот представьте себе, что, допустим, вот в селе Казаклия было за 1940-41 год арестовано и депортировано 57 человек, а в селе Карбалия 70 человек. Это же по численности несопоставимые села. Чем отличалось село Карбалия? Да, я интересовалась этим вопросом, я пока не добралась до этого села, но это село было очень богатое. Вот именно в этот период, межвоенный период, это было село богатое, там было много состоятельных людей, владели большими участками земли, и вот они были арестованы вместе со своими семьями. Это удивительный факт такой, который мало кто, наверное, и знает. некоторые семьи, вот, допустим, если взять нашу Чедарлунгу, здесь поселились после ссылки и депортации очень много семей, в том числе из села Карбалия, вот, которые проживали в нашем городе, потому что их тоже по каким-то причинам не приняли в свое село. Были такие указания. Это касалось и моей семьи, допустим, тоже со стороны матери. И я это вижу по другим делам, что и им там в ссылке говорили, как рассказывала моя мама, что
Вы не должны... Было, по-видимому, постановление, я его пока не нашла, которое запрещало им поселяться в своих родных селах, потому что боялись мести, боялись того, что они потребуют возврата своего имущества, потому что действительно они оказались вот в этом плане наиболее уязвимыми. Допустим, вот сегодня уже говорили об этом, что да, они там работали, очень хорошо работали, пользовались уважением, они там, некоторые получили образование, все, но когда они приехали, они же были без скала, без двора, им негде было жить. Они селились у родственников или уезжали, ведь много наших гагаузов живет на Украине. Да. Они оказались там после депортации. Вот эти села Березино, Серпневое, Тарутино, Подгорное и так далее. Там до сих пор проживают гагаузы, но они уроженцы наших гагаузских сел, которые находятся сейчас на территории Гагаузии. Но их там приняли, и они там уже обжились и продолжают там жить. Светлана Николаевна, а в каком году люди начали обращаться и на уровне государства уже их имущество начало возвращаться? Это имущество начало возвращаться с 1990 года. Вот жива была моя бабушка. То есть я застала еще то время, когда я общалась с людьми, которые были во взрослом возрасте депортированы. Вот. И тогда я считаю, что вот это было сделано уже еще при СССР. Очень, вообще такой подъем был этого движения всего. И общество «Мемориал» тогда было создано. И очень поддерживали репрессированных. И тогда было принято решение, чтобы возвратить стоимость имущества. То есть не само имущество, а стоимость имущества? Нет, и дома тоже. В отдельных случаях возвращали, у нас есть в городе тоже примеры, возвращали потомкам дома, которые сохранились. Допустим, дом нашей семьи, он не сохранился. И поэтому моя бабушка получила 6 000 рублей вот, компенсации за имущество. Ну, что я хочу сказать. Не такая большая сумма, но она была как бы частично удовлетворена этим, что вот какую-то хоть часть их имущества, дома, была возвращена. И в то же время им было, это было как-то наспех сделано, была тоже им перечислена сумма 200 рублей. Они даже не поняли, за что это. А вот здесь тоже надо расписаться. Я рассказываю так, как было в нашей семье. И когда спустя годы, когда вот уже была создана комиссия при исполкоме Гагаузии, и когда моя мама обратилась по вопросу возврата имущества, это имеется в виду не дом, а то, что было в доме, какое хозяйство было, ей было отказано на том основании, что вот в каком-то, я не помню, 91-м, может быть, году она получила 200 рублей. Это очень несправедливо. Для всех, не только для моей семьи, и то, что многим гражданам нашей, которые проживают в нашем регионе, было отказано на том основании, только что они получили 200 рублей, вот эти 200 рублей. Комиссия отказывала. И вот то, что, о чем я сегодня говорила, наконец-то как бы это дело сдвинулось с мертвой точки, и уже нашли статью закона, и я надеюсь, что многие граждане будут обращаться, потому что имеют право не только репрессированные, но и их потомки. Светлана Николаевна, то есть по сегодняшний день потомки репрессированных обращаются все-таки за... Да, они обращались. Имущества. Да, они в некоторых делах сохранили. В чем проблема здесь? Проблема в том, что не сохранилась опись имущества. А у тех, у кого в делах сохранилась опись имущества, или раньше даже по справке районных архивах, у них есть по хозяйственной книге, там писали, что у них сколько коров, валов там и так далее. Вот тогда в начале, еще вот это постановление в 2008 году вышло о возврате имущества, тогда еще можно было легче вот эти документы собрать, не было такой бюрократизации. Вот. А потом постепенно все сложнее и сложнее. Люди судились годами, десятилетиями даже, чтобы получить вот имущество. Светлана Николаевна, вы очень много исследовали, не один десяток лет уже вы в этой теме. Можете ли выделить какую-то историю, которая вот очень несправедливая и очень, очень душераздирающая? Вот. Вы знаете, мне даже трудно сказать, потому что каждая история, во-первых, я вот выросла в этой атмосфере, я знаю все эти истории. Теперь у меня в разработке, в исследованиях находится около уже 220 дел. И вот я хочу сказать, что каждая история заслуживает отдельной передачи.
уникальное. Уникальное. Ну, я даже не могу выделить какое-то. В каждой есть какое-то особенность, это трагедия, и в каждой семье есть что-то свое. Ну вот если вот так вот говорить, я бы, пожалуй, вот это вспомнила, что это вот моя мама вспоминала, что когда они ехали в поезде, что родилась девочка. Они узнали о том, что девочка родилась в поезде. Она была из села Бежгёз. И потом, вот когда мы создали уже свою организацию, мы пригласили эту женщину, она и сейчас проживает в Чедерлунге. Кстати, ваша коллега Анна Жекова приезжала к нам, она же участвовала несколько раз в мероприятии, брала у нее интервью. Вот. И вот тогда я помню по рассказам мамы, что это вот они как бы воспряли духом, что если родился человек, что будет жизнь, дальше жизнь продолжается. Вот эта вот история. А из тех, что вот история, вот из тех дел, я бы вот выделила вот эти вот, меня потрясли истории этих людей, о которых я сегодня рассказывала, которые выжили в Ивдель-Лаге, вот в этом страшном лагере смерти, потому что это были нечеловеческие условия, это даже, я говорила уже где-то об этом, это даже было страшнее, чем на войне, потому что люди были бесправны, абсолютно. Вот, они терпели унижение, они голод, холод, над ними издевались, эти многочасовые допросы. Если ты оступился, их добивали. Некоторые люди, по свидетельствам, уходили в лес, чтобы не мучиться и замерзнуть, потому что основная часть этих людей умерла в лагере с зимы с 41 на 42 год. Вы представьте себе, в какие морозы они попали. Это место известно во всем мире, это там, где погибла группа Дятлова. Вот там находились наши предки. И вот те люди, которые выжили в этих нечеловеческих условиях, я просто восхищаюсь перед их мужеством. Светлана Николаевна, в последние годы об этих трагедиях начали все больше говорить. Начали больше говорить на уровне парламента, на уровне правительства, на уровне каких-то образовательных учреждений. Насколько это важно, чтобы люди знали, чтобы люди помнили об этих трагических событиях? Ну, это всегда было, для нас это всегда было важно. Я же говорю, что мы с 2002 года, ну, 3-го, когда камень установили, еще в Молдове как бы не было этого дня. Нет, хотя в Молдове собирались в этот день всегда люди у железнодорожного вокзала. Мы всегда отмечали. Вот для нас. Потом уже в 2016 году вышел указ президента Тимофти о том, что это день национального как бы траура, приспустить флаги и так далее. Мы продолжаем вот это отмечать. Хорошо, что есть закон, хорошо, что есть поддержка, хорошо, что есть такие программы, мы только приветствуем их. Мы тоже работали в этом направлении еще с 2003 года, уроки памяти проводили, встречи с репрессированными. Здесь бы мне хотелось подчеркнуть важность средств массовой информации, чтобы вы больше делали передач на эту тему, приглашали, еще есть люди, которые живы, которые помнят. Вот это нужно все записывать, потому что память, мы исследователи это одно, но мы работаем с несколькими источниками. Для нас важны не только документы, но и важны свидетельства очевидцев этих событий. Вот. И поэтому я считаю, что здесь очень большое направление работы для исследователей, для учебных заведений, для музеев. Мы со своей стороны готовы помогать им в этих вопросах всячески, чтобы действительно люди узнали спустя годы, вот, как это все происходило в наших населенных пунктах. Кстати, 6 июля исполняется 20 лет с момента открытия памятника, посвященным жертвам репрессий. Насколько это место стало местом единения этих людей? Ну, вы знаете, предыстория этого памятника очень тоже интересная. Это вот наш первый председатель нашей организации Гагаус Михаил Миронович. Он сам из семьи депортированных. В 1941 году он родился там, из села Кубей, родом в Гагаус. И он был у нас в Чедерлунге первым председателем горсовета, как бы уже в независимой Молдове, первым как бы примаром в нашем городе.
И он сразу сказал о том, что этот памятник должен быть установлен возле органов власти. И тогда он был в тот период, по-моему, председателем совета городского. И это, конечно, благодаря его усилиям, потому что он настоял, он это отстоял. Это было нелегко, это тоже было сложно. Это В те времена, 20 лет назад? Да, конечно, это было сложно. Были противники среди советников, но были тогда больше было жертв репрессий непосредственных. Да, в нашей организации было около 150 человек, и они могли сказать очень веское слово в свою защиту, в отстаивании своих интересов, и к ним прислушались. Потому что вот они отстояли, чтобы и землю предоставили, чтобы и памятник был установлен. Ну, уже к тому времени я с ними тоже была, но просто когда были живы непосредственно жертвы репрессий, это было совсем по-другому. И вот спасибо ему, и вот он автор этого эскиза, этого памятника, что мы написали тогда и имена, это не везде. Вот есть памятники жертвам репрессий в Комрате, допустим, там нет имен. Но у нас есть имена всех населенных пунктов Чедырунского района, там указаны. Ну, конечно, этих имен гораздо больше. Дизайн этого самого памятника, да, это он, напоминающего железную дорогу. Да, это его идея, да, он вот ее реализовал, для этого были тогда возможности, и мы рады, что такое есть место, куда мы можем приходить, и не только в этот день приезжают и другие люди, гости. Я работала в школе, я проводила экскурсии, вот, ну, по другим тоже местам, но это тоже как достопримечательность нашего города, и поэтому и то, что оно расположено в таком месте, рядом с Примарией, рядом церковь, это очень важно. И было дальновидно, чтобы там именно установить. Что бы вы сегодня пожелали молодым людям нашей Гдовской автономии? Я хочу пожелать молодым людям, чтобы они их нужно, что нужно? Их нужно заинтересовать. Вот как я работала в учебном заведении, я вижу, что это вызывает интерес, но не у всех, допустим, учащихся. Их нужно в какой-то... Во-первых, с ним нужно постоянно... Вот если мы хотим, чтобы наша молодежь знала об этом, мы должны постоянно с ними работать. Вот. Преподаватели, музейные работники, исследователи. Вот. И чтобы они имели представление. И для них очень важны вот эти формы. Я думаю, что у нас тоже будут в Гагаузии созданы какие-то видео, фильмы. Вот, ну, книги будут и другие исследователи работают, будет издано больше книг и больше будет информации. Но я бы призвала и молодежь тоже проявлять, у кого есть к этому интерес, к исследованию репрессий в своем селе, исследованию репрессий, допустим, какой-то семьи. Вот одна девочка, одна из моих учениц написала замечательное сочинение про свою семью, и вот сейчас научный центр готовится к выходу книга о депортации 1949 года. Мы включили ее сочинение в эту книгу, потому что надо заинтересовать не только ту молодежь, которая имеет предков, вот, у которых коснулось, но и другую часть тоже молодежи, чтобы у них на таких примерах появилось чувство сострадания, эмпатии, чтобы они прочувствовали эту трагедию, какой урон она нанесла нашему обществу. Светлана Николаевна, наша программа подходит к своему завершению. Я благодарю вас за то, что вы согласились дать нам это интервью и рассказать нам об этих событиях. Спасибо вам большое, что вы приехали, что были вы в этот день вместе с нами, что мы смогли рассказать, и не только я, и другие члены организации, гости. Я думаю, что хорошая получилась передача, хорошее мероприятие. Вам большое спасибо за освещение. Sevgili dostlar, böyleydi bugünkü programımız. Ben hepsinize isterim söylemeye sağ olasınız. Hani bizimle birlikteydiniz. Hem isterim danışma, hani tutalım akıllarımızda, anlatalım yılatlarımıza. Hani bu historia olayları vardılar bizim halkımızın historiasında. Hepsinize derim sağ olasınız. Hani bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklara GRT kanalında.